Лен – культура для региона новая, но перспективная. Сельхозработники ГУПа Алханчурская собирают его первый урожай. Территорию в 200 гектаров уже обработали, а это половина плана. В среднем с каждого гектара удалось собрать 15 центнеров льна, что является хорошим результатом для данной культуры. В среднем по России в этом году 18 центнеров. У нас в республике сегодня час на этом поле убирается 15 центнеров с гектара. В Ставропольский край в этом году сеяло где-то в пределах 15 тысяч тонн, 15 тысяч гектаров, но у них градобитием все побило. Алхамдулилlah, у нас градобития как такового не было, но тем не менее погодные климатические условия в фазе роста были к нам благосклонны, были осадки, но в период уборки, как вы знаете, уже последние 2-3 недели вообще дождя нету. Уборка проходит. Я считаю, что урожайность 1,5 центнера с гектара, вернее не 1,5 центнера, а 15 центнеров с гектара – это нормально для нашей республики. В связи с расположением земель ГУПа в зоне рискового земледелия руководство предприятия приняло решение засеять засухоустойчивую культуру. И лен идеально подошел по всем параметрам. Так как это был первый опыт выращивания новой культуры для субъекта, аграрии опасались возможного появления паразитов. Однако справились и с этим. Каждой продукции он хан обработки есть острых 20 и насекомых хамаш духми отработки я его несу. Лен делится на два подвида – долгунец, который используется в пряжке, и масличный. Наши аграрии отдали предпочтение второму виду, так как его перерабатывают на маслозаводе соседнего региона. Пользы от него много. Масличный лен используется в разных сферах и имеет высокий спрос на рынке. 1 гектар льна рентабельнее той же пшеницы или кукурузы. Данная культура, она как и в медицине, как в фармацевтике пригодна, так и для масла. Это одна из экономически выгодных культур. Себестоимость льна при затратах в пределах, я вам сейчас скажу, где-то 17-20 тысяч рублей. Это на 1 гектар. Выход, сейчас цена на рынке с поля стоит 30-32 рубля за килограмм. Это намного выгоднее, чем сегодня выращивать пшеницу, потому что пшеница за килограмм сегодня стоит цена 10-12 рублей. Новую практику выращивания льна планируют перенять и в других ГУПах, особенно на засушливых территориях. А для того, чтобы получить максимальную урожайность в следующем году, аграрии планируют соблюсти правила севооборота. На том месте, где он был собран, посадят озимую культуру и в ближайшие 2-3 года не будут засаживать семенами льна. Так планируют повысить эффективность полей региона. Сейчас в ГУП Алханчурская 400 гектаров, где-то до 800, до 900 будем увеличивать. Там уже дальше посмотрим. Засевать лен тоже полностью все поля смысла нет. Надо иметь какую-то структуру севооборота для того, чтобы мы могли выращивать. Кстати, лен – это хороший предшественник для озимых культур, для кукурузы и для других сельскохозяйственных культур. Семена льна, они находятся в Краснодарском институте имени Лукьяненко, в Ставропольском институте сельского хозяйства. Семена есть, семена можно закупать. И здесь, на этом поле, мы в этом году попробовали первую репродукцию. На вторую репродукцию семена с них сделать мы не будем, и на реализацию пустим. А вот на следующий год уже, да, будем покупать оригинальные семена, высокорепродуктивные, и уже будем вводить в производство. Это последний сбор урожая ГУПа Алханчурского. Впереди у аграриев подготовка почвы к повторному севу. А уже в сентябре планируют начать сеять озимые культуры. Адам Гулоев, Султан Булгучев, Новости 24.